Салем, құрметті достар. Мы у границы с Кыргызстаном. Мы едем в Бишкек на рабочую командировку. Вы просто прикиньте, второе пересечение границы за январь месяц. Вот как год начнешь, так и будет. Ну что, мы с Никой поехали в Бишкек. Ника со мной будет где-то, 2 дня отснимем Бишкек. Я думаю, будет очень интересно. А я останусь тут уже до конца февраля. Вот, я приехала работать. Очень интересно. Мне очень нравятся командировки. Мне очень нравятся новые проекты. Посмотрим, что у нас получится. Ребят, минуточку внимания. Я очень хочу поблагодарить вот этих 1169 человек, которые подписались, и благодаря которым у нас есть $3,5. Вообще огромное спасибо за последние дни. Нереальный рост. Такого роста давно не было, где? Как-то вообще, как-то резко, дерзко, и просмотров там 135 тысяч просмотров, и подписчиков 233 плюс. Это вообще классно. Поэтому спасибо огромное. Подписывайтесь, ставьте комментарии, лайки. Нам очень приятно. И как мы обещали, снимаем каждое свое движение просто. Спасибо огромное. Нам очень приятно. Давайте добьем 1500. Не за горами. Ну все, мы прибыли. Вот, смотрите, мы сейчас в Бишкеке. Нас встретили. Ехали мы вообще, если честно, начну сначала, да. Все очень быстро так изменилось, все слишком быстро пошло, и как-то так резко, дерзко, и мы в Бишкеке. Лена, приезжай, все, начинаем работу. Я такая, ну ладно, а что? Ну и как же мы поедем без Ники? Что такое? Ника, покажи себя. Вот она. У нас еще нет второго микрофона, поэтому пока вещаю я. И вот мы сели, приехали, ехали мы 5 часов. Ой, нереально просто. Сложно было, да? Вообще очень устали. Снега замело, везде пробки. Несколько раз останавливались. Это было очень сложно. Просто самая тяжелая поездка в Бишкек. Одна из самых тяжелых. Вот, обычно вот села, уехала, и ты в Бишкеке. Нет, в этот раз так не было. Вот, ну ничего страшного. Границу мы быстро пересекли, и нас встретил Дмитрий на своей машине с женой, и вот привез, сняли квартиру для того, чтобы мы здесь жили. Ну, у нас есть сосед, у нас есть сосед. Сейчас покажем нашего очень интересного соседа. Вот такой у нас рум-тур. Посмотрите, мы здесь сегодня будем. Ника с нами вот на 2 дня. Будем здесь жить. Также сейчас очень вкусно пахнет. Вот у нас, да, а так Xbox и бар, да? Будем играть. Я где-то вот приехала по работе до конца. Говорила, говорила, все, до конца февраля. У нас есть, вот входим. Вот, пожалуйста, познакомьтесь с нашим соседом. Зовут Кеша. Вот, пожалуйста. Привет всем. Кеша, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Я кузнец, делаю хомусы, якутские хомусы. Разные вот. По части этого кузнечного ремесла. Круто, да? Круто, да? И Кеша такой заботливый приготовил вот ужин, чтобы мы покушали с дороги. Это вообще нереально голодные, нереально уставшие приехали. Купил все на свете, вот кастрюлю, сковородку, все на свете, все новое. И вот я хочу еще показать. Кеша не просто кузнец, а он прибыл из Монголии. Сколько ты там был? Примерно 4 года. 4 года жил в Монголии. Да. Кеша сам саха. И вот посмотрите. Макадурем Дима, да? Это хомус. Вот посмотрите, какой чехол. Это монгольский чехол. Это его друг сделал. И тут внутри хомус, который сделал Кеша. Это Кешин хомус. Так, сейчас, ребят, такой интересный прям. Вот как выглядит якутский хомус. Интересно, да? Вот этим занимается Кеша. И у него заказывают по 10-15 штук таких хомусов.
Вообще очень интересно. И мы начнем работу с понедельника. Ага. Причем тут я и причем тут хумус, узнаете в понедельник. Но я буду рассказывать и отправлять Нике видео, наверное. Это обереги, да, монгольские? Чашка монгольская. Ой, тоқтары? Медная. Это медная чашка монгольская, аяга называется. Это как у народа Саха, катыя девут. Каргай катыя. Ага. А вот это мой друг мне подарил, когда я машину купил. Это еще якутский. Вот это из бивня мамонта сделано. Это старый. Я сам попросил старого человека сделать. Но это дух машины, как бы, да? Сейчас у меня, к сожалению, машины нету, но я собираюсь купить. Когда будет машина, я это тоже поставлю. А вот там вот это буддийский цветок лотос. Я этот лотос обожаю. Там еще этот должен. Специальное масло, и там фитиль должен быть, и там огонь должен быть, ароматический, типа того. А вот это сзади коробка, это комплект дзеху. В Монголии есть рок-группа, очень известная, называется Деху. Вот так вот. Теперь будем знать. Ух ты. Ну что, скоро будем кушать. Пока размещаемся, будем готовиться ко сну, к ужину. И завтра начинается у нас путешествие по Бишкеку. Круто, да? Ты довольна? Угу. Такое мини-путешествие. Это будет моим домом до конца февраля. Ну что, друзья, сегодня наконец-то мы вышли на улицу, выспались, было очень круто, наконец-то. Такие уставшие были. И вот, пожалуйста, вашему вниманию, центр Бишкека. Ну, один из центров. Мы сейчас идем оформлять симку, копию ключей. Кыргызский республиканский университет, да? Вот. И там вот флаг Кыргызстана. Ну, прикольно. Наше мини-путешествие только начинается. Мы взяли нашего соседа. У нас только один ключ. И сделаем копию ключей. Ну и начнем нормально снимать. Отпустим нашего соседа Кешу. Вон, посмотрите. Какая красота. Жалко, у нас только один день. Но когда после того, как я нормально обоснуюсь, Ника, конечно, приедет еще раз. И мы отснимем еще лучше Бишкек. Ну что, вчера мы много разговаривали о Монголии. Так, Кеша пробыл же в Монголии 4 года. И, как он рассказывает, ребят, в Улан-Баторе, ну вообще вот в Монголии, там нет этих номерков дома, ни проспектов, ну где-то есть, но все монголы, оказывается, ориентируются по вот этим, по локациям, типа, да, там белый дом, от него третий дом, я там, типа. Это же вообще прикол. Вообще прикольно. Мне так захотелось посетить Монголию, потому что, ну, там мой брат учился, мама тоже ездила, очень самобытная страна. Вот, а теперь мы спускаемся, переход. Ну что, еще чуть-чуть, и мы пойдем посмотрим на кофейню Бишкека. Покушаем. Мы даже не кушали. Все, пошли. Ребят, наконец-то мы на связи. Теперь мы оформили сим-карту. Она называется... О! Мы ее оформили вообще где-то на улице. Жалко, не отсняли. Угу. Короче, когда мы оформили сим-карты, мы такие прошлись, вернулись обратно туда, а там их уже нету. Это странное, короче. Ну, надеюсь, нормальная симка. Вот. Ну все. Сейчас пришли покушать. Наконец-то я очень сильно захотела покушать. Прям с утра не ели. И вот пришли в кофейню. Наш сосед немножко монгол стал, походу. Такой вообще не спешит ничего. Мы-то хотим. У нас только один день, чтобы увидеть Бишкек, отснять влог и хорошо провести время. Но еще параллельно есть работы, какие-то проекты. А я, ну давайте туда, да. Вот так, короче. Күн бүтенерер, нету, все, күн бүтте, нету, жох. А мы только встали, и то мы чуть ли не силком. Так, давай сейчас выйдем из дома, а у нас ключей нету, ну вот так вот.
Поэтому сейчас мы заходим в кофейню, прям заставили покушать, можно сказать. И, надеюсь, будет вкусно. Здравствуйте. Здравствуйте. Каяки шаханавар. А, вот он сидит. Ух ты, как здесь красиво. И можно покушать. Да, красиво, красиво. Вот наш сосед Кеша. Ага, все. Ну что, ребята, мы заказали завтрак. И по супчику. Я взяла чечевичный суп. Вот, посмотрите. И тут они это сухарики. Что еще? Ника взяла лапшу, куриный суп, да? Куриный суп. Что по ценам? В среднем вот этот суп стоит 390 сом. Это у нас получается сом в тенге сколько? Понятно. 390. Если... это, наверное, где-то к 5, вот так, 390. Это 1950 тенге. Ой, завтрак прибыл. И тебе? Ирландский завтрак. Ух ты, какой! Ирландский завтрак выглядит так. Так, вот Ты заказала какой? Защитника. Ага. И, вот Кеша с Никой заказали 2 завтрака защитника. Вот так они называются. Ух ты, какой он полный. Вообще на картинке он был какой-то неполный и маленький, если честно. И этот завтрак стоит около 600 сом. Это 6 на 3000 тенге. Типа такого стоит. Ну что, азболсын, мини-гостик, ага. Ням-ням-ням-ням-ням. Будем сейчас кушать. Ну что, ребята, мы покушали. Было очень вкусно. Ждем вас снова в Капита Френдс. Что по чеку, да, по стоимости? Американо, чай я заказала, чечевичный суп домашний и по одному завтраку. Вышло все в 2270 сом. Это в тенге будет 13 тысяч тенге примерно. Много или мало? 13 200 вот. Что? Было? Нет, Сколько сняли? Сейчас посчитаем, сколько точно сняли. Много это или мало? Посмотрим. Что хотела? 437. Ага, 13 400 тенге. Хайдагай нормально, да? Нормально, да? Ага, нормально. Ну все, мы сейчас выдвигаемся в сторону Ожского базара. Посмотрим, какой он, в принципе. Ну и потом вечером погуляем. Кстати, по проезду я сказала, да, что за 7000 тенге приехали. Ну, мы стараемся вот так говорить про стоимость, про стоимость того, за сколько мы все там приехали, уехали, чтобы не забывать, чтобы вдруг кому-то надо. Тут валюта кыргызский сом, почти, 0,9 к 1, 1 к 1 почти с рублем, и, мы в тенге ориентируемся, поэтому считаем все в тенге. Вот. Ну все, до встречи. Ребят, пока Ника заказывает такси, я хотела сказать, пока не забыла. Тут, в Бишкеке, вообще в Кыргызстане невозможно делиться интернетом. То есть режима модема здесь нет. Это просто ужас какой-то. Это, я не знаю, потому что я работаю... Вот я попросила, чтобы в квартире был обязательно Wi-Fi, но его нету. Он как будто бы... Вот есть модем, да? Но опять же, ни хозяйка, никто не знает. Все, как будто интернет покинул нас, короче. И вот мы сделали, подключили симку в телефон, но я этим интернетом не могу делиться и работать через свой ноутбук. Это означает то, что я могу работать только в офисе, там, где есть Wi-Fi, а если я там... Я же по разному часовому поясу работаю. Я могу работать в 11, там, подключать что-то, например, да. Если что-то случилось, да, я не могу теперь это сделать, потому что у нас дома просто тупо Wi-Fi нету. Я даже делиться интернетом не могу. Это как-то обескураживает меня. Я в каком-то шоке сижу, и мне прям плохо от этого. Честно, это просто честный отзыв. Это как в Якутске тоже нельзя
нельзя делиться интернетом. Почему я не люблю ездить так надолго в Якутск? Потому что там невозможно делиться интернетом. Там нет Wi-Fi дома, да? Там никому не нужен интернет. Вот настолько это как будто какая-то заглушка. И меня вот чувство того, что мне что-то запретили, это бесит, конечно. Вот такой честный отзыв. Честно, мне вот это очень сильно не нравится. Не знаю, как я буду привыкать к этому. Мне, посмотрим, короче. Вообще жесть. Ника завтра уезжает, она говорит, все, домой. Прямо это. Короче, а там в Казахстане, в Алмате мы можем делиться хоть где. Я хоть сяду на улице и буду делиться своим интернетом на свой ноутбук. И я буду оттуда работать. Где угодно я могу работать. А здесь у меня нет. Я не могу зайти в свой ноутбук. Я не могу зайти в Google Диск. Я не могу очень много сейчас. И меня это прям бесит. И мои клиенты вот сейчас пишут, да, и я тоже ничего не могу сделать, потому что у меня нет Wi-Fi. Вот так вот. Ну ладно, тем не менее, мы едем сейчас в Ошский базар. Там, короче, лежали предсказания перед выходами тут. Вот, пожалуйста. Что у меня написано? Ты станешь лучшей версией себя, и это откроет перед тобой новые возможности. А у тебя что? Ну-ка, да я тебе сюда. Сейчас открою. Ой-ой. Лучше стыдно, чем никогда. Вот, ровно. Да? Ровно, ди? Кори? Да. Смотрите, мы взяли такси до Ошского базара. Смотрите, как солнечно в Бишкеке. И тепло. Ну что, мы приехали в Ошский базар. Тут есть все, как говорят. Посмотрим. Так, переходим дорогу, все такое. Тут как-то жарко, что ли. Все тает. Ой, мамочки, кто-то упал. Ой. Так. Что мы здесь делаем? Ловко. Ой. Так, надо смотреть под ноги обязательно. Ой. Давно такого этого не было. Сюрикатю, короче. Так. Когда был основан этот рынок? Ты знаешь что-нибудь? Мы хотели, Валана, как-то мы опять не подготовились с тобой, Ника. Ну ничего. Ну что, ребята, так, мы сейчас будем искать мне тапочки резиновые, потому что там в этом нету, в квартире нету. Вообще Ошский рынок основан в 1983 году, оказывается, и является одним из самых больших базаров в Кыргызстане. Находится он в западной части города. Ну вот, посмотрите, пожалуйста, тут все есть. Как вы знаете, мы обожаем и любим посещать вот такие настоящие рынки, базары, где живут, где ходят местные жители. А вот это туристические города, туристические центры, вот это неинтересно. Нам интересно вот такое. Угу. Так, специи, везде специи. Что-нибудь хочешь? Ух ты! Смотри. Так, ищем мы тапки. Не в тему, да? Говорит, 180 сом. Нават того? Ага, нават. Смотрите, вот нават в таком варианте есть. Прикольно. Ну ладно. Иди, давай. Я за тобой иду. А, да? Ол бар, көртіңіз.
Ника. Ух ты, это что такое? Смотри, как красиво. О. А с таких сколько стоит? Это 600 сомов. 600 сомов? С набором. С набором? Есть 100 и 300 сом. Ага. Это 800, 500. Прикольно. Ди, да? Прикольно. Да, классно. Давай, да. Тух. А там одежда варди. Манната вас варди. Может, мы здесь найдем тапки? Ребят, вот мы в таких будках купили наши симки. Купили мы денег. Есть Билайн, Мега. Ну, прям на улице можно купить и оформить симку. Тоже удобно, прикольно. Ну, а мы возвращаемся. Мы хотели купить тапочки мне, но у нас не оказалось наличных. Мы пытались оформить карту, но оно почему-то выдает ошибку. Мы не смогли оформить карту. Нас в тенге не принимают. Очень вот скорая помощь едет. Очень этот. Что нам нужно нормально собраться и пойти. Мы хотим. Куда сейчас мы можем? Ну вот узкий рынок посмотрели. Как тебе? Суета, короче. Ага, суета. Давай по парку прогуляемся, что-нибудь посмотрим. Жалко то, что этот... Ой, мамочки. Все толкаются. Ага. Ой. Мы как будто улитки, Ника. Да, все очень быстрые, мы как будто очень медленные с тобой. Как будто это какой-то наш алматинский байк, походу. Куда мы идем? Вон он, Бардута. Где мало людей, где солнце. И такое чувство, как будто меня сзади уже несколько раз толкнули. Нику тоже. Ребят, это, походу, мы медленные для этого города. И нас толкают сзади. Ой, давай тапки тут, наверное. И картой можно купить. У нас на карте же деньги. Очень сложно покупать, как будто очень дорого в сомах. Даже вот на 2 единицы же меньше в сомах, чем в тенге. Но мы не можем сориентироваться. Я лично не могу сориентироваться, и для меня как будто это очень дорого. О, что такое, типа? А если в тенге, это, ну, в принципе, норм. Вот, ну, ладно, мы пошли. Ну что, ребят, репортаж с места событий. Мы сейчас находимся на площади Алатоо. Смотрите, как красиво, какой красивый флаг, какая красивая площадь. И внизу там люди охраняют. Видите? Я такое впервые вижу. Прикольно. Ну что, сейчас мы находимся у парка, где расположен памятник нашему земляку Максиму Кировичу Амосову. Мы хотим его посетить, но случилось нечто, что у Ники замерзли ноги, поэтому мы пойдем согреемся. Холодно, капец, если честно. Ага. Вообще красота. Ну что, пойдем согреемся и потом пойдем к нашему памятнику обязательно. Да, нормально? Не, ну все равно надо туда. У меня еще батарейка села. Зарядиться тоже надо. Ну что, мы на пути к парку. Где есть Максим Кирович Амосов. И посмотрите вот на этих ребят. Ника спрашивает, это настоящие люди или это все-таки манекены? Да, настоящие, да? А, да? Ой, какая тяжелая работа. Вот так холодно, честно, ребята. Как вам же трудно, наверное. Посмотрите. Аллах, работы вовсю идут по очистке снега.
Посмотрите на этого всадника. Он развеивается флаг сверху. Красота. Бардавут. Кстати, забыла рассказать, в Бишкеке проживает около 1 300 000 человек. 300 000 человек. Бишкек это вот именно столица Кыргызстана. Елочку уже убрали, оказывается. Понятно, да? Что, ребят, каждый саха, который приезжает в Бишкек, обязательно фотографируется именно у этого памятника, у Максима Кировича Аммосова, у одного из наших отцов-основателей Якутии. Почему он здесь, да? Знаете то, что вообще Максим Кирович работал над первой конституцией Кыргызстана. Он работал еще над символами Республики Кыргызстан, это вот флагом, над гербом, да, и занимался подготовкой местных кадров, противодействуя репрессиям НКВД и защищая национальные элиты, что привело к его аресту и расстрелу. Но он остался в истории как основатель государственности Кыргызстана. Прикиньте, да, и очень приятно от того, что наши братья кыргызы вот запечатлели его бюст здесь, памятник стоит, к нему мы приезжаем, фотографируемся. Ника уже приезжает в 3-й раз сюда, я во 2-й раз, и это очень приятно. Это свидетельство того, что мы в любом случае как один народ, тюркский народ, и видеть нашего земляка, нашего, можно сказать, это основатель и Якутии, и Кыргызстана, в том числе Влади, и очень приятно. Спасибо огромное. Сейчас мы, конечно же, снова сфотографируемся. Зимой мы здесь не были. Вот. И поэтому, я думаю, кыргызский язык и якутский язык очень схожи между собой. И когда мы разговариваем в Казахстане на своем якутском, обычно спрашивают: кыргызы? Вот. Поэтому, потому что вот у нас все-таки какое-то сплетение есть. Давайте, надеюсь, было интересно. Ребят, мы разрешили проблему, которая меня так сильно бесила. Но я купила модем. Та-дам! В Билайне. Вот тут. Девочки посоветовали. Смотрите, короче, для тех, кто не знает, для меня лично было бы очень полезно. Я работаю всегда через интернет. Отсутствие интернета для меня это, соразмерно, не знаю чему, беде, огромной беде. Я работаю, тем более, не сказать, что 24/7, но когда вдохновение приходит, я могу работать ночами. Я купила вот такой модем. Он стоит 2000 сом. Я его с собой беру всегда. Теперь могу взять. И тут раздача интернета жух. И в Якутии же то же самое. И там ни у кого нету Wi-Fi. Вообще никто не использует Wi-Fi. Я вообще не понимаю. Как люди не работают, как я, наверное, поэтому им зачем Wi-Fi, да, и все на своих мобильных телефонах сидят, на мобильном интернете. И я теперь в любой момент могу с собой взять Якутию, вот с собой, вот этот модем, загрузить туда симку, и все, и раздавать нормально. Там тоже невозможно раздавать. В кофейнях даже нет Wi-Fi. Просто какая-то беда с интернетом. Фу, Господь, наконец-то. Вот так вот. Что поделаешь? И я рада. Все, можно спокойно теперь делать боты, настраивать ботов. Меня уже ждет моя работа. Работа не стоит на месте. Проекты ждут. Поэтому, мы сейчас выдвигаемся. Куда? Не знаю. В сторону дома, наверное. Ага, и я настрою бота, а потом уже вечером тоже пойдем посмотреть парк, наверное. Не сидеть же дома, ты же завтра уезжаешь. Да, вот мы сейчас... давай покажем, вот торговый центр. Где мы? Бишкек-парк находимся. Вот такой торговый центр есть в Бишкеке, пожалуйста, смотрите. Ой, вообще классно обслужили. Люди такие, добродушные. Сразу видят, спрашивают: вы приезжие? Откуда приехали? По нам, походу, очень видно. Почему, интересно? Чем видно? Тем, что мы
Очень много спрашиваем, наверное. Вот. Ух ты, посмотри. Локальные такие вот бренды есть. Кор Этношоп. В кыргызском национальном стиле. Корди? Вот так вот. Давайте, давайте пройдемся, посмотрим. Это типа шопа? Чего я говорю? Отделка такая. Классно. Вот. Круто. Шапанку. Смотри, полотки. Интересно, сколько стоит? Они никто не рассказывает. Кормите. Вы знаете, что здесь есть орнамент? Или как у нас герб? Сахагерб Курдукче. Мы приехали ужинать в первый национальный кыргызский ресторан. Очень хочется покушать именно национального бешбармак, наверное, да? Давайте попробуем и посмотрим, как здесь вообще обстановка, как здесь локация, как здесь блюда и сколько стоят. Давайте посмотрим. Ух ты! Как красиво. Ой, ух ты. Ника, посмотри, какая тут красота. Диван. Жақсы. Ұстанған ба? Вообще. Ням-ням-ням. Жақсы, рахмет. Дәрі. Көрдеуді. Мне нравится, да. Посмотри. Какой зал. И этот вечный спор, чей бешбармак. И все, нас разместили сюда. Посидим, покушаем и будем разговаривать. У нас есть с собой даже ноутбук взяли. Ну что, давай посмотрим меню, да? Ух ты! Бешбармак, наверное, будем, да? Угу. Да, будем решать сейчас. Сучай, это сучай называется. Микрофон. Суд-чай называется. Это национальный кыргызский чай. Вот. Суд-чай. Суд это молоко, да? Суд это молоко, да? Да. Чай с молоком. Чай с молоком. Спасибо. Нет. Ну что? Пробуем. Чай с молоком обычный. Все равно Да? влияние Кыргызстана. Вкусно. Все вкусно. Ты попробуй-ка. Ура, надо, где? Сейчас иду на рынок. Как видите, параллельно работает. Самая лучшая вещь. Реклама модема. Без этого модема нет моей жизни. Ну, я всегда, вот вообще говорят же, мечты исполняются. Мечтайте, ребят, мечтайте осторожно, да? Почему я об этом заговорила? Потому что я когда-то, вот года 3 назад, что ли, мечтала работать через ноутбук. Ага. И у нас же кондитерская студия была, и мне очень сложно было именно в плане того, что ты никуда не можешь уехать. Ты постоянно зафиксирована здесь, в одном месте. Ты постоянно, чтобы делать деньги, тебе нужно постоянно там иметь рядом муку, студию, да, вот делать, постоянно работать, ночами делать торты, замораживать их, потом крем, вот это все вот нужно контролировать. И ты, чтобы уехать в отпуск куда-то, тебе нужно оставлять свое производство, да, и очень сложно было. И я очень мечтала работать удаленно и работать, ну, как бы, везде ты приезжаешь, смотришь, и люди где-то там в аэропортах работают, какие-то созвоны вечные, с ноутбука, все, вот, и ничего вкладывать не надо, чтобы делать деньги. Вот этого я так хотела, и спустя 3 года это осуществилось, это стало, ну, как бы реальностью, и теперь ты постоянно, где бы ты ни находилась, ты все равно работаешь.
Вот я об этом, мечтайте осторожно. И теперь я стала заложником вот этой мечты и постоянно с собой ноутбук. Это просто самая первая необходимость, это вот наряду с паспортом. И теперь в нашем полку прибыло еще модем, теперь еще и DJI Osmo. Короче, вот так. Ну, что делать? Мечты исполняются. Да, я День. мечтала путешествовать. А Ника мечтала путешествовать. И вот уже второе пересечение за январь месяц. Это, наверное, у нас впервые за один месяц столько ну, как бы отъездов. И я думаю, то, что, ну, этот год мы очень, ну, как бы запланировали много поездок. Я думаю, он очень хорошо начинается. Мы посетили снова Кыргызстан. Это супер классно, и тем более зимний Бишкек мы не видели, и тем более это не просто путешествие, а именно это по работе, это командировка, это первая международная командировка, минуточку. Прикольно, да? То мы будем, ну, я остаюсь и буду работать над тем, чтобы строить отдел продаж для компании, которая занимается продажей автомобилей, вот. Но пока не будем афишировать, посмотрим. Все должно классно встать, все должно сработать с максимально крутым результатом. Вот. И это супер классно. Какой-то левел-ап такой. Впервые так меня вызвали из Казахстана. И давай, езжай сюда, в Кыргызстан. Прикольно же. Вот. И хочется также чтобы весь год вот так прошел. Классно, да? Вот иди. Твои мечты тоже исполняются. Твои мечты исполняются, вот когда я хотела путешествовать, а я вот так хотела работать, теперь это мои реалии. Теперь мне нужно делать сейчас бота. Вот. Но пока мы ждем. Мы, кстати, заказали кыргызские блюда. Бишбармак не стали заказывать, потому что в прошлый раз мы все равно его пробовали. Взяли плов. Хочется плова и мозговые косточки. Потому что бешбармак мы не сможем сами съесть. А там еще дома Кеша приготовил еду. Ну, как бы суп вчера, вот этот борщ. А эта еда еще осталась. Его как бы мы мало едим. Я еще на диету села. Я решила сбрасывать. Мой целевой вес в этом году 65 килограммов. Я должна этого достигнуть. Вот поэтому стараюсь много не кушать. И мы не стали. Бешбармака, он большой тут вообще. Где? В прошлый раз не съели. В прошлый раз так и не съели. Ага. С собой в Казахстан взяли, иди. Ну вот. Пожалуйста, ваш Это что? Это плов. Да, плов чайханский. Пожалуйста. Смотрите, плов. Киси сомса. Ух ты. Ага, да, ставьте. Потом покажу. Спасибо. Ну что, пробуем? Это борсук у нас. Это комплимент от ресторана нам. Ух ты, спасибо. Еще каймак. Ребята, посмотрите, нам сделали комплимент от ресторана бурсоки. Каймак. Давай. Как тебе? Вкусно. Чай. Ага. Включила, да, камеру? Включила. Точно? Да. Мы такие... Там, короче. Как это называется? Как можно сказать на русском? Ну что, Акболсон. И давайте посмотрим. У нас еще остался этот... Что у нас еще Мозговые. осталось? Мозговые косточки, да? И все, да? Угу. Пробуем плов. Мы не стали много брать, потому что реально мы не съедим, где? Угу. Ну что, да? Сопли вверх. В плове. Так там видно, надеюсь, да? Угу. Плов у нас очень вкусный, с хазы, с перепелиными яйцами. Так, пробуем хазы. Вкусно.
Sen ye bakın. Очень вкусно. Как тебе? Баранина. После переезда в Казахстан я жестко полюбила баранину. Вообще люблю баранину. А чуть-чуть, кстати, был. Виталий? Скажи, чем отличается, Что? например, от плова, который мы кушаем, например? Как будто морковки нету, да? А чечук нету. А так вкусно. Желтый морковь такой. Ресторан называется Сонон. Сонон день, да? Ребята, а вы кушаете? Да, я ем это. А, да? Мгм. Я нет. Кто кушает кишки? Ника не ест козы, вот эти кровяную колбасу тоже не ешь, там антенн. Она не ест кишки. Это же самое вкусное. Очень вкусно. Как это? Невкусно. Вкусно, когда с кишки самое тоже. Ну, это, жеребячие кишки тоже не ест. Какая кухня тебе более близка? Кухня, которую ты каждый день можешь кушать. Якутская близка? Ника свою якутскую кухню тоже не ест. Она не... Тогда какая кухня? Не знаю. Обычная домашняя. Не, ну именно вот европейская, там, восточная, якутская, там, индийская, китайская, корейская, японская. Итальянская или корейская? Итальянская паста, пицца. А мне восточная. Я так люблю вот это. Уже люди смотрят. Я так люблю, типа, это тест. Это вон на через штору. Я так люблю, типа, вот это мясо. Это мучное. Плов. Жестко люблю. Корейская кухня, так. Как много. Как ты нашла этот ресторан? ChatGPT. ChatGPT набрала, да? А что набрала? Это какой ресторан? Самый вкусный? Тут с национальной кухней. Бишкеке. Несколько вариантов было. И вот этот первый был. А всякий интерьер классный? Официанты тоже классные, в национальной одежде ходят, да? Вкусно. Это мозговые косточки с двумя соусами и с шурпом и чатай. А чучук к плову не будет, да? Не, а чучук к плову. Нет. А чучук отдельно, наверное? Нет, там было две кусочка. А, да? Да. А, это вот это? Нет, чучук это вот круглые мясо. Чучук. Ага. Все, поняли. Все, спасибо. Чучук – это козы. Да. Мы такие, а чучук будет? Да, будет, а чучук, короче. А чучук это у них, у кыргызов козы. Екі козы бар это. А мы такие, ага, салата чучук будет.
Нормально все. Итак, Салат. да, и вот смотрите, у нас мы заказали мозговые косточки. Тохтите, мозговые косточки с чем? Сорпа гюльчатай. Угу. Супчик тут есть. Надо показать хорошенько. Сейчас. Маны калан кодри. А я пока поем. Рассказывай, как он. Вкусный, как обычно. Как это вкусно, как обычно. Обычный супчик. Он похож на этот, помнишь, в Туркестане кушали? Или нет? Такой, как этот, в Туркестане кушали же. Он очень похож на этот. Мгм. На эсып похож. Вкусно. Эсып курдук. Давай ореха. Ну что? Да-да-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Мозговые косточки у нас в Якутске называют сили. Самое вкусное. Давай. Ух ты, кофтане, что это такое? О, дядя Тухтар, попадай, Тухтар. Горячо? Тает во рту. Ребят, вкусно, урага. Ребят, вкусно. Держи, Феррере. Теперь ты попробуй. С мясом или как-то? Да. У нас в Якутске такое сели вообще в голую кушают. Ну, то есть, без приправ, да? Ничего не приправляете. Такие деловые. Еще предъявляют, почему ашишок нет. Мы впервые так кушаем с одной тарелки. Ага. Ну, а что делать? Много ли? Да, хочется разное попробовать. Но желудок-то не безлимитный же. А нам с этим желудком еще ночью спать. Вообще, оказывается, с возрастом ты понимаешь, что с возрастом ты понимаешь, что насколько важно засыпать не с набитым животом, насколько важно делать зарядку, насколько важно правильно питаться, не пить, не курить. Это очень важно, оказывается. Вот именно с возрастом приходит это. Поэтому не хочется набивать желудок перед сном. Ну, сейчас сколько? Кстати, в Кыргызстане час разница с Алматой. Кыргызстан спешит, либо мы опаздываем. Но у нас же время все поменялось. Теперь мы на час опаздываем. Получается сейчас... Сколько у нас? 8:30 в Бишкеке, а в Алмате 7:30 вечера. Я очень люблю косточки. Прям очень люблю. Дома там, когда родители кушают, например, ну, мясо нарезают, всегда мне только косточку ставят. Огромную косточку, я ее все съедаю вообще. Угу. Вкусно. Ребят, вот я поглотила. Яйцо варовит. А ничего. Кишкала. Ой, вот еще. Странный вкус. Да?
Ой, подожди, опиши свой вкус. Как будто испорченный, что ли. Ах, да. Попробуй-ка. Как это? Агибут кудук. Пробовала? Я так вкусно покушала. Ну попробуй. Ну, так вкусно покушала, я не хочу. Ну так должно быть или нет, я не знаю. Вдруг так должно быть. Чего прокишь это? Интенлымга. Во-во. Каде? Мне нормально пахнет. Мерзко как. Где туда? Нет. Агибут там лофта. Хадах. Утун хэн кори бартыни. Нормально, да? Ну, что-то кислинкой отдает. Короче, Короче, я 2 года назад, кажется, узнала, что у меня не работает воображение. И это называется, оказывается, афантазия. Как это проверить? Короче, закрываете глаза и представьте красное яблоко, например. Если вы видите красное яблоко, значит, у вас воображение работает. Ты видишь, да? ну как тут сказать? Я могу вот, я вижу как, да? Я вижу черное, но я вижу вторым для меня есть. Вот девушка идет, давай спроси. Можно, да? А вот эта кислинка и должна отдавать, да? Это Он чуть-чуть острый. Кислый, да? Кислый, я. Сейчас я уточню. Я хочу объяснить вообще, как я вижу, да? Вот у меня мои настоящие глаза, вот они физические глаза, и у них темно, темный квадрат есть, вообще он темный, ага. Но у меня есть вторые глаза, вторая пара глаз как будто, да? И вот эти вторая пара глаз, оно у меня в мозгу. И вот эти, вот они видят, например, вот это все, что ты говоришь, например, красное яблоко, оно видит. Но вот это видит только черное. То есть я вижу, как будто красное яблоко в темном фоне. И оно вот так смыкается как будто. И когда я что-то, например, воображаю, да, например, отпуск, да, или что-то, например, Так как внутри помидоры, из-за этого он кислит чуть-чуть. ну, всё понятно. Ага. Всё Спасибо, нравится? да, все нравится, ага, спасибо. Десерту ничего не нужно вам? Пока нет, наверное, ага, вот это съедим. Ага, спасибо большое. Хорошо. Короче, ребят, внутри помидор, и он кислит. Все, успокоилась. Ника очень сильно чувствует вообще вкус блюда, и если что-то там не так, сразу вот начинается там все испорчено или что-то, короче. И теперь мы спокойны, потому что помидор реально, да, он кислит. Вот так. И что я хотела сказать? То есть у меня как будто даже если я воображаю, да, что-то, например, отпуск, да, или о чем-то мечтаю, он всегда будет немножко темнее из-за вот этого черного квадрата, который я вижу. То есть темно, но чуть-чуть где-то отблески вот этого воображения, они всегда есть. Я даже могу чувствовать запах. То есть я закрываю глаза, и если вот, Лена, представь морской бриз, ты там на яхте с шампанским или с чем-то, и вот я даже могу почувствовать запах вот этого моря, например. У меня ты? просто черный экран. Все, ничего нету. И оказывается, есть такая фантазия у 1% населения.
И у кого такое есть, тоже напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно, потому что, ну, это странно, быть без воображения. И еще вот такая фантазия, оказывается, была у Уолта Диснея, да? Не, точно не могу сказать, но у Уолта Диснея кто-то, короче, кто рисовал. Или кто. Короче, не знаю, как сказать. У того, кто рисовал мультфильмы. Прикиньте, да? И вот это странно, очень странно. Я думала, у всех есть воображение, но у меня, я могу сказать точно то, что у меня есть воображение. Но она такая, не прям вот яркая, там, красное яблоко. Всегда сначала я воображаю, например, даже на работе, я воображаю, типа, да, у меня вот, я сделала, и примерно вот так будет работать, тут так будет работать. А как у тебя, я не знаю, короче, как вот у тебя черный экран? У меня в голове вообще пустота, ничего нету. Ничего не приходит. Странно. А как ты? Вообще ничего нету, да? Вообще ничего нету. А у нас же в детстве у СССР детей было же коврики на стенах. И мы на этих ковриках дети рисовали, там что-то воображали. У тебя ничего не было, да? Там? Ну, я просто по линиям вот так вела. Всё. Да? Ага. У меня там вообще воображение. Да? Как телевизор лежала и смотрела на этот ковер. Да? Странно. Странно. Ну, выпьем за то, чтобы у всех было воображение. Ну что, ребята, мы покушали, поговорили. И теперь хочется рассказать, сколько же у нас вышло. Значит, и вот в кыргызском стиле счет принесли. У нас вышло 1680 сом. Это в тенге. 9900 тенге. Вообще. Ребят, ну мы где завтракали? В 10-звездочном отеле или что? Ну вообще прикольно. Мне нравится. Чай у нас 175 сом, оказывается, стоит всего. Говорю, 175 сом стоит чай. Это получается 1000 тенге же только. Просто в Алмате 3000 тенге чай стоит. Вообще дешево, вкусно. Приходите. Куда-то. Это. О. Не, ну реально, да? Это же не реклама, нам не платили. Мы все сами заплатили, можем чек показать. Ну, прикольно, вкусно, очень вкусно, мне понравилось. Ну все, ребят, теперь мы выдвигаемся в сторону нашей квартиры. Завтра уже рабочий день начинается. Будем работать, смотреть, и надеюсь, вам понравился наш влог. Но мы, может, не прощаемся, может, прощаемся. Кто его знает. Ребят, вы видите? Это фонтан. Январь месяц. Минус 10 градусов. Холодно. А тут фонтан зимой. А там дальше вот тоже есть 2 фонтанчика. Интересно так, да? Вы видели такой фонтан? Зимний. Еще прикол. Странно, да? И вот, пожалуйста, джэгэгэй. Это лошадь на якутском. Для всех тюркских народов, я думаю, и лошадь играет сакральную роль. Вообще, это же божество наше. В год лошади начинается. Это той прорывной год должен быть. Мы идем дальше. Сосед уже там, дома. Завтра начинается рабочий день с 11. С 11 дня будем работать. Ника возвращается в Алматы. Потом, я думаю, ты вернешься, Ди? Может быть, ага, и посмотрим еще лучше. И вот, пожалуйста, посмотрите, 2026 жаңа жылыңыздар менен. Это вот на кыргызском. Как на казахском будет жаңа жылыңызбен. А на якутском будет саңа жылынан. Вот. Ну все, надеюсь, вам было
вам было интересно. Если что-то мы не успели посмотреть, если что-то пропустили, я уверена, что пропустили. Потому что Бишкек огромный город, больше 1 миллиона жителей. Иссык-Куль тоже хочу посмотреть, но сейчас зима. И я уверена, что мы пропустили, и если чего-то не хватает, обязательно пишите под постом, оставляйте комментарии, мы обязательно туда съездим и посмотрим, потому что Ника, я думаю, в конце февраля тоже приедет, когда чуть потеплеет, мы снова отснимем новые места. Вот. Благодарю вас за просмотр. Ну, уже все, наверное, да, Ника? Ага, благодарю вас за просмотр, спасибо огромное. И Люкен Рахмет, 1169 подписчиков. Спасибо большое, я преклоняюсь. Спасибо, спасибо, спасибо. Ага, и подписывайтесь, ставьте ваши лайки и пишите комментарии под постом, что вы думаете об фантазии, что думаете о Бишкеке. Вообще, что посмотреть в Бишкеке. Спасибо нашим кыргызским братьям и сестрам за гостеприимство. Все, сау болуңуздар. Көрсөк кадери.